12 марта в Урнарском районе состоялся семинар-совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов по отраслевым вопросам. В нем приняли участие министры региона, заместители глав администраций районов и городов. Участников семинара в поселке Вурнары встретили глава Вурнарского района Владимир Яковлев и глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов. До начала мероприятия главы администраций районов и городов посетили объекты района: ледовый каток «Кристалл», детско-юношескую спортивную школу ФСК «Рассвет», стадион «Химик», фитнес-центр спортивного клуба «Химик» и плавательный бассейн. Семинар-совещание прошел в актовом зале Вурнарского завода смесевых препаратов. С приветственным словом перед участниками мероприятия выступили генеральный директор предприятия Владимир Свешников, глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов. Они подчеркнули важность и актуальность проведения такого рода выездных совещаний, в ходе которых есть возможность обсудить актуальные вопросы той или иной отрасли. Совещание открыл и вел руководитель администрации главы Чувашской республики Вячеслав Борисов. На сегодняшнем мероприятии активно обсуждались социальные вопросы. Об изменениях, касающихся назначения денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, включительно и заключения социальных контрактов, в 2021 году проинформировала министр труда и социальной защиты Чувашской республики Алена Елизарова. Она подчеркнула, что в соответствии с указом президента России с 2021 года размер выплаты на детей от 3 до 7 лет, включительно для малообеспеченных семей, будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Порядок предоставления выплаты утверждается постановлением правительства Российской Федерации и регулирует условия выплаты, перечень сведений, которые могут запрашивать органы социальной защиты из государственных информационных систем и у гражданина для назначения выплаты. Такой документ во взаимодействии с субъектами Федерации и общественными организациями разрабатывается Минтрудом России. Если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно. О развитии социальной сферы в разрезе муниципальных районов, городских округов республики, а также о проблемных вопросах в социальной сфере и задачах их реализации на текущий год докладывала заместитель председателя Кабинета министров Чувашской республики, министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Содокладчиками по указанному вопросу выступили исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения региона Алексей Кизилов и министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашии Светлана Каликова. После выступления министров состоялось обсуждение по указанным вопросам с конкретными предложениями от глав администраций районов и городов.